COVID-19, 4000 заболевших за сутки. Информация о подтвержденных диагнозах в регионе и стране. Приостановление деятельности межмуниципальных перевозок. За соблюдением указа следят сотрудники ГИБДД. Переговоры в прямом эфире. Что может пойти не так? В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Более 4000 положительных тестов на коронавирус было сделано в России за минувшие сутки. При этом 286 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. Всего на территории нашей страны 32 тысячи вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2590 человек. 273 человека скончались. Эпидемиологическая ситуация в республике, как и в стране в целом, усложняется. За последние сутки в Якутии подтвердилось 11 новых случаев коронавируса. Это жители Мирнинского района, Вилюйска, Алдана и Якутска. По словам Айсена Николаева, сейчас в республике проводятся проверки всех пациентов, находящихся в больницах с внебольничной пневмонией. Также серьезно осложнилась эпидемиологическая ситуация в Якутске. Сотрудники Роспотребнадзора в аэропорту выявили гражданина с подозрением на коронавирус. Он сразу направлен в обсерватор. Ситуация у нас по республике сложная. Есть, еще раз говорю, серьезное ухудшение по Якутску, есть серьезная тревога по Мирному, и поэтому вот те режимы, которые прописаны по самоизоляции, необходимо всем соблюдать, максимально сократить выходы из дома, из помещений. Вот, это очень важно, еще раз говорю, особенности в условиях вот сегодняшнего распространения коронавирусной инфекции в целом мире. В связи с тем, что в республике с каждым днем увеличивается количество заболевших COVID-19 на местах, необходимо усилить работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Такую задачу перед главами муниципальных образований и городских округов поставил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по эпидситуации в режиме видеоконференц-связи. В первую очередь главам муниципальных образований необходимо усилить контроль над самоизоляцией граждан, прибывших на территорию республики из других регионов страны и зарубежных стран. Второй момент касается организации работы обсерваторов. Кроме того, Айсен Николаев особое внимание уделил вопросам проведения пасхальных богослужений в городах и районах республики и проведению родительского дня, который в этом году выпадает на 28 апреля. Сегодня, 17 апреля, в 20 часов по якутскому времени состоится прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева в 4 социальных сетях – ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Подписчики могут задать главе республики любые вопросы, которые их волнуют, высказать свои идеи и предложения. В оперативном штабе и руководителям правоохранительных органов республики. И надеюсь, что все-таки А сейчас о мерах, принятых в Вилюйске, расскажет глава города Сергей Винокуров. 9 человек, которые были в контакте вот с этим вторым больным коронавирусом, они сегодня будут помещены в обсерватор. Вот. И все меры, которые принимаются сегодня оперативным штабом согласно плана Роспотребнадзора и руководства Центральной районной больницы, вот, они у нас в районе действуют. Сотрудники ГИБДД следят за соблюдением указа главы региона о приостановлении деятельности межмуниципальных перевозок. Напомню, с 15 по 30 апреля передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, запрещено. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, Министерство внутренних дел издан приказ, который направлен в территориальные органы внутренних дел на районном уровне. В соответствии с этим приказом с 15 по 30 апреля текущего года приостановлено автомобильное движение для легковых такси, также автобусов категории М1 и М2 весом до 5 тонн, осуществляющих перевозки пассажиров в межрайонном сообщении. Выявленные нарушители будут привлечены к административной ответственности. Для контроля за дорожным движением со всех районных республики, также населенных пунктов крупных, выставлены наряды дорожно-патрульной службы, которые контролируют дорожное движение путем проверки водителей, документов и пассажиров.
В Якутск прибыла партия масок. 3 миллиона защитных средств привезли из Китая. Маски были куплены за счет средств резервного фонда Якутии. Закуплено 5 миллионов масок. Следующая партия ожидается в ближайшие дни. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, маски в первую очередь будут распределены медицинским работникам, санитарным врачам, полицейским и сотрудникам Росгвардии по всей республике. Напомним, что до этого в Якутию также прибыла гуманитарная помощь из китайской провинции Хэйлунцзян в благодарность за помощь республике в первые дни распространения коронавирусной инфекции. Значит, сегодня маски поступили у нас, и на этой неделе мы планируем маски распределить по нашим учреждениям. Конечно же, так как у нас будет доставка еще в районы республики, надеемся, что в течение 2 недель мы маски доставим до всех районов республики. Пандемия стремительно меняет нашу жизнь, и сегодня уже никого не удивишь уроками, конференциями, занятиями спортом, деловыми встречами онлайн. Но во время таких виртуальных встреч что-то может пойти совсем не по плану. Максим Кардозу о переговорах в прямом эфире. Посмотрите, это видео вызвало настоящий скандал. Мэр Южно-Курильска начал выказывать нежности своему юному заму в прямом эфире на совещании у губернатора. Пришлось потом извиняться. Пикантная ситуация многих рассердила, других рассмешила, а некоторые пожалели чиновника. Ведь пресловутая удаленка – вещь новая. И надо постоянно помнить, что тебя видят и слышат. Но когда ты на родном диване, например, и в домашних тапочках, об этом очень просто забыть. Вот так, например, завершилась одна беседа коллег. Один из них расслабился раньше срока, причем не выключил камеру. Тони, я вижу тебя, ты не выключил камеру. А у героини этой видеоконференции даже появился свой хэштег «Бедная Дженнифер». Дело в том, что все коллеги увидели, как Дженнифер пошла, скажем, немножко освежиться. А этой испанской красотке прямое включение из дома испортил муж, который, видимо, к самоизоляции оказался совсем не готов. Извините, ради бога. Это Аманда Гудфеллоу, тренер по медитации. Правда, во время одного из ее занятий расслабиться она так и не смогла. В процесс онлайн-урока вмешалась ее дочка. Многие помнят и этот забавный случай. Политолог Роберт Келли рассказывает о серьезных вещах. Импичменте корейского президента на фоне детей, которые ворвались в его кабинет. Не удивлюсь, если так и будет. Извините. Извините. Мои извинения. А такую забавную подборку выложил учитель геометрии Брайан Шварц, над которым откровенно издеваются его ученики. Вот один из них вытащил нож, а тут парень посадил вместо себя собаку. Кто-то и вовсе не слушает педагога. Дерек, ты в телефоне? Нет. Причем закончиться фиаско может не только рабочая встреча, но и вечеринка онлайн. Джемма Кулин из Шотландии решила устроить девичник с подругами через соцсеть. На шум соседи вызвали полицию. Правда, одна из девушек приняла стража правопорядка за стриптизера, пока он не рассмеялся. Так что, заходя в виртуальный мир, не нужно забывать, что он тоже вполне реальный. Максим Кардозу, Виктор Орисов, Москва. Сегодня исполняется 50 лет со дня основания музея имени Платона Аюнского. Учреждение открылось в 1970 году, и в течение полувека фонд музея пополняется новыми экспонатами. Сегодня музей размещает более 27 тысяч документов, фотографий и личных вещей известных писателей и современников. В год музей посещают 6 тысяч человек. Его открыли как филиал Краеведческого музея. Первым заведующим назначили Василия Протодиаконова-Кулантая. За эти годы были собраны подлинные материалы, перенесен дом Аюнских. Огромную помощь оказал Дмитрий Сивцев с Урон-Малон. В последние годы скрупулезно собираются материалы, уточняются данные. Сотрудниками музея готовится книга о истории литературного музея. Как-то так долго решался вопрос и открытие, но мы не знаем, с чем это связано. Скорее всего,
все-таки репрессированный поэт, его имя, возвращение его имени, наверное, было сопряжено с какими-то проблемами. Но в 1966 году еще раз вот постановление было об открытии, но опять-таки на 3 года опять приостановлено было. Приказ вышел 16 апреля 1969 года, а через год открылся музей уже как музей, да? Мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.